Девочки, а что вы любите с собой брать в путешествие? Знаешь, Маша, я совсем не люблю спать при свете, поэтому я всегда беру маску для глаз, а также пауэрбанк для телефона. Интересно. А я в самолете спать абсолютно не могу, поэтому мне кажется, что самолет лучшее место и время читать книжки. Электронная книга всегда со мной. А я наоборот во время каждого полета сплю, поэтому моя подушка всегда со мной. Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите «Город женщин». Добро пожаловать в нашу самую светлую, уютную студию. Во дворе весна, на душе тепло, так что мы с девочками сегодня решили попутешествовать. Всем доброго дня, и мы начинаем! И передача у нас традиционно начинается с нашей любимой фабрики от Юлианы Ким «Фабрика идей». Всем большой привет! С вами «Фабрика идей». И сегодня мы будем снова творить своими руками. Но на этот раз мы сделаем косметичку для путешествий или по-другому travel-косметичку. Наверняка, когда вы отправлялись в путешествие, когда вы брали с собой косметичку, вы сталкивались с такой проблемой, что когда что-то нужно найти, мы открываем косметичку и ничего не можем найти. И потом нам приходится делать вот так. Согласитесь, не совсем удобно. И сегодня я вам покажу, как сделать удобную косметичку для путешествий. А выглядеть она будет вот так. В каждом отсеке у меня будут лежать кисточки отдельно, ватные диски, ватные палочки, помада, карандаши. То есть в любой момент, когда я захочу что-то достать, особенно если у меня маленький ребенок, вот когда мало времени, мы открываем, быстренько что-то достаем, закрываем, убираем это все. То есть очень удобно. Итак, нам понадобятся следующие материалы. Фетр. Вот такие вот файлы с замочком, zip-замок называется. Также нашивки. Можно сделать, конечно, какие-нибудь нашивки самим, но я купила готовые. Также нам понадобится липучка, клей-пистолет и клей-кристалл. Ну и, собственно говоря, машинка швейная. Итак, мы начинаем с того, что нам сейчас нужно положить вот эти вот файлы друг на друга с расстоянием 1,5 сантиметра. Вот так перекрестно мы ложим. И следите, обязательно проконтролируйте, чтобы у вас замочки закрывались в одном направлении, или вверх, или вниз. Это будет для вашего удобства. Итак, вы можете просрочить посередине на машинке швейной, либо руками. Но я сейчас их просто пока зафиксирую. Шьются файлы абсолютно легко, машинка берет. Так, и также мы будем использовать фетр. Файлы пока отложим в стороночку. Если у вас имеется в наличии толстый фетр, примерно толщиной около 3 мм, то хорошо. А вот в моем случае не нашлось, поэтому мне пришлось выкручиваться. Я взяла 2 фетра, сложила вместе, и их также надо на машинке либо руками прострочить. Вот таким вот образом, соединить. Таким вот образом мы все по периметру прострочим. Это нужно для того, чтобы наша косметичка держала форму. И затем основной цвет у нас будет вот такой вот. Мы к нему также пришьем на машинке с помощью, получается, здесь оверлока. Все это подошьем сюда. И затем в середине мы будем прикладывать наши файлы и прострачивать ровно посередине. И следите за тем, чтобы у вас от края осталось где-то около 1 сантиметра. Это нужно для того, что когда у вас косметичка наполнится, она у вас станет объемная, чтобы она у вас закрывалась. Также для того, чтобы ее зафиксировать, наш клапан, мы с помощью клея-пистолета приклеиваем такие вот липучки. Если у вас нет липучек, подойдет обычная резинка. Вот. На одну сторону мы приклеиваем липучки и также на вторую сторону. Так.
Вот Мне так кажется, это будет выглядеть. косметичка для жизни, Да. не только для С путешествий. такой косметичкой вы смело можете отправляться не только куда-то, да, в путешествие, но и если кому-то поедете погостить, допустим, к родителям и обязательно украсьте какими-то нашивками. Вот так вот будет выглядеть наша косметичка в конце передачи. Если вам интересно, оставайтесь с нами, не переключайтесь, и в конце, в итогах я покажу, что у меня получилось. Мы же с нетерпением ждем. А мы, дорогие телезрители, с вами путешествуем дальше. Каждый из нас, отправляясь в дальние страны, везет оттуда обязательно какие-нибудь памятные сувениры. Девочки, согласитесь, да? Вы что везете, например? Обязательно что-нибудь вкусное. Если честно, я отказалась от магнитов. Лучше какую-нибудь вкусняшку привезу. А я привожу куклы, потому что я коллекционирую куклы разных стран мира. Ух ты, здорово. Беру А у меня на заметку. холодильник полон этих магнитиков. Думаю, возьму на заметку ваши коллекции. А у нашей следующей гости очень необычное увлечение. Она возит украшения разных стран. Давайте ее пригласим в нашу студию. Это Галина Николаевна Павлова. Добро пожаловать к нам в студию. Добрый день. Директор Здравствуйте. ювелирного магазина «Керге», заместитель генерального директора компании «Керге». Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, с чего началось ваше увлечение украшениями? С каких стран везете? Ну, вообще, конечно, по роду своей деятельности мы представляем ювелирные украшения, наши якутские ювелирные украшения в разных странах. Естественно, и по России тоже. Естественно, мы очень много ездим по странам. И, ну, как бы путешествие, получается, полезное совмещаем с приятным. Мгм. Здорово. У нас в студии Галина Николаевна пришла не с пустыми руками, привезла изделия из своего музея. Давайте пройдемте, покажем нашим телезрителям. Это вот красота. Мы прям с девочками не могли оторваться. Это откуда у нас? Какой страны? Что это? Вообще у нас вот недавно, когда мы были в Турции, я вдруг увидела на Золотом базаре вот такую вот посуду. Это КТЯ. же наша Похоже на КТЯ. наши. Да, похоже на нашу КТЯ, да? Ага. И с этого момента как раз у меня какое-то такое чувство, что все народы в принципе едины. Да? И начала коллекцию, ну, это началось с посуды как бы, но при этом мы начали собирать украшения, нагрудные украшения народов мира. И у нас уже получилась такая немаленькая коллекция нагрудных украшений. Я знаю, у вас целый музей. Ну, не музей, но коллекция. Можно У нас есть галерея Августины Филипповой, называется «Симфония вечной мерзлоты», и при этом у нас вот это вот такая вот еще коллекция. Для горожан и гостей тоже Да, открыто конечно. у вас, да? я Да, знаю? да. Можно подойти в ювелирный дом Керге. Давайте расскажем, вот эта вот красота откуда? Это вот как раз последнее вот приобретение. Мы ездили недавно в Саудовскую Аравию на фестиваль кочевников. И, естественно, я уже сейчас хожу не таким по фирменным магазинам, а меня больше интересует антикварные Колоритные магазины, рынки, чтобы приобрести вот такие вот красивые изделия. И они все у нас похожи на сходные с якутскими. Перекликаются, да? Перекликаются. Вот здесь вот посмотрите, у нас такая же вот, это набор невесты называется, да? Я вот взяла вот для примера, Это же сделали... наше, да, якутское Да, это украшение? наша якутская, но сделано это копия работы, получается. И у нас тоже была маска невесты. Это такая вот защитная. Да. Это, получается, убранство свадебное? Это часть убранства невесты. Конечно, здесь и есть бастыня, сережки, нагрудное наше украшение, илинка-бегер. И очень похожи, сходны. Посмотрите, даже взять браслет вот этот вот, да? Бегер. Их тоже было два, но те люди, которые не знали, что их нужно носить с двух сторон, одну купили. И пришлось купить только одну. И Какие камни там? Здесь это вообще конец 18 века, начало 19 века. И они использовали камни и рубины, и зеленые камни, и изумруды, конечно, бриллианты. Сейчас изделия с камнями тоже же ценятся больше всего, да? Да, конечно. Ага. Давайте немножко расскажем о них. Вот что это за камни? Как вы думаете, вообще камни какие предпочитают разные народы мира?
Вы наверняка заметили какой-то... Да, вот это вот, посмотрите, это вот Болгария. Западная Болгария, это начало 19 века, оно тоже напоминает Бастыня. Тоже закрывает сакральные места, как здесь, как вот здесь, как здесь, да? И они используют вот тоже и зеленый цвет, как бы он бы такой, можно сказать, и предпочтителен у многих народов мира. Он же даже по фэншую благоприятный цвет. Да, очень благоприятный такой вот. А вот это вот что, давайте расскажем тоже нашим телезрителям, прям красота. Это колье. Это тоже Саудовская Аравия, это конец 18 века. Получается, это сделано из серебра, это микс получается серебро, железо, вот, медь. Тяжелая, Маш, да? Тяжелая? Ну, приличная. И тоже закрывает сакральные места. Прям, мне кажется, ух ты, сразу чувствуется какая-то торжественность. Красота. Вообще вот у многих народов мира получается, что вот непальские украшения очень похожи на наши. Илинка Бигер, точная копия нашего Илинка Бигера. Вот Бог вот тоже солнце закрывает сакральное наше место. Калинка Бигер, Бегер, но у них сделаны из бисера. Интересно, то есть тоже свой подход, да, но все равно у каждого народа Сходство. что-то есть Сходство. единое, да? Да, и поэтому мы решили сделать вообще вот коллекцию такую интересную нагрудных украшений мира. И недавно вот мы приобрели такое изделие, конец 18 века, наше якутское украшение серебряное Илинка Бигер. Там и серебро присутствует, и китайский бисер. Очень красивые изделия. Я думаю, что стоит прийти посмотреть. А вы примерно считали, сколько стран есть у вашей коллекции? Изделий со скольких? Нет, я не считала, но у нас есть и Бахрейн, и Турция, Туркмения, Непал, Новая Гвинея и так далее. Здорово. И у нас, конечно же, особое внимание нужно уделить камням. После рекламы, Галина Николаевна, давайте про них подробнее поговорим. Дорогие телезрители, оставайтесь с нами. Вы смотрите «Город женщин», и сегодня мы говорим о необычных коллекциях, также о драгоценных камнях. У нас сегодня в гостях директор ювелирного дома «Керге» Галина Павлова. Галина Николаевна, мы до рекламы начали говорить о камнях, о зеленых камнях. Также это у нас получается в основном изумруды, да, зеленые? Ну да, конечно. И еще зелеными бывает хромдиапсид. Это мой камень. Я по гороскопу телец. И я вот с детства знаю, что он мне подходит. Да, я тоже телец, буду знать, где он. Хромдиапсиды, они еще... Вот это, да? Да, по-другому называется якутский изумруд. Да. Вообще изумруд мы, Якутский кстати сказать, у нас началась изумрудная неделя, она продлится до 14 апреля. И у нас, конечно, будут и скидки, и розыгрыши. И самый главный приз у нас будет... подвеска разыгрываться. Для всех, кто у нас покупает, будет разыгрываться такая подвеска. 22 карата изумруд и 1 карат бриллианты. Здесь вот фантазийный вот бриллиант, видите? Это такая авторская работа, да? Да, это авторская работа, очень красивая. Красота. Я думаю, что... Мне кажется, украсит любую шею. Да. Галина Николаевна, вообще- а вот это что за камень? Это Желтый. цитрины. То есть у вас не только на зеленые, да, камни? Да, у нас не но и только на зеленые, желтые. у нас и на желтые, и на бриллианты, и на изумруды. А давайте немножко об изумрудах поговорим. Да. Вот зеленый камень, он приносит... Зеленый цвет вообще он к удаче, к деньгам. А также вот изумруды для кого подходят? Вообще, вот надо сказать, об изумрудах говорить можно бесконечно. Потому что вообще, вот мы не зря начали вот весну с изумрудной недели, потому что пережили нашу суровую зиму, да, и начинается весна, солнце, естественно, любовь. Да? И это камень любви. Любви, да? Да, и не просто камень такой любви, а камень счастливой любви.
Этот камень вообще имеет такое свойство, что его можно заговорить на любовь. Если ты ищешь вторую половину, можно такой камень, вот, допустим, Всё, девочки, поговорить. выбираем. Честно, Подари, зеленый цвет у тогда меня будет такие любовь. ассоциации вызывает. То, что вот какая-то магия, волшебство, да. Еще я знаю, то, что очень ценили этот камень индийские раджа. Они делали шикарные подарки своим там, женам, Наложницам. любимым, да, женщинам. Да, потому что это супружеская верность. Она сохраняет семейные традиции, любовь, естественно, дружбу. Она очень хорошо и для друзей, оно сохраняет дружбу. Очень хорошо еще для бизнесменов, потому как что интересно. это камень успеха, камень роста, камень обновления. И бизнесмены его с удовольствием носят. Ух ты. Вот здесь мы в основном видим в золоте, да? Еще, а в серебре есть? В серебре, конечно, есть. У нас есть новая коллекция с хромдиопсидами, допустим. Вот это вот на Вот вас это вот украшение. украшение, да, это Вот. дизайн Что Саргалана здесь и мы. нарисовано? Стерхи, Это, да, это тоже развитие оберег. Оберег. Ну и в основном, конечно, камни и изделия это несут в себе такую функцию, как оберег. Оберег, кстати, зеленый камень, он оберегает детей от злых таких духов, чтобы не было сглаза ребенка. Вот. И кроме того, что для детей оно очень как бы полезно, да, оно еще приобретает его для подростков, оно успокаивает юношеский пыл и вообще развивает творчество. Еще наверняка вот зеленый камень, он такой универсальный, да, к любому наряду может Ну да. подойти. И вот мы сегодня говорим про путешествия, наверняка в путешествии не хочется брать много украшений, да, можно Можно потерять. да, одну где-то сережку с оставить. зеленым камнем взять. Да, И и это будете к удаче, к успеху. Ага, и красавица. А вы куда любите путешествовать? Какие страны любите, Галина Николаевна? Я, Есть у вас какие-то любимые направления? ну, я люблю, конечно, вообще в те страны, которые я еще не ездила. Это же То есть вы всегда любите интересно, открывать да, новое. открывать что-то новое, да. Правильно. Да, и, естественно, приобрести опять-таки коллекцию свою дополнить. А вы Нагрудных специально украшений. узнаете да, где есть Да, эти конечно, для- магазинчики? Не то, что лавки? магазинчики, для сначала, конечно, изучаешь историю этого Историю. народа, да, и начинаешь смотреть, что у них, какое сходство с нашим народом. Здорово. Спасибо большое, Галина Николаевна, что посетили сегодня нашу студию, за то, что поделились такой красотой. Мы желаем вам удачи. Спасибо, развития. приходите к Дорогие нам. телезрители, мы продолжаем «Город женщин». И давайте далее посмотрим сюжет, где наша Маргарита Макарова подготовила подборку самых интересных фильмов. Что же посмотреть на выходных? Вы тоже задаетесь этим вопросом? Так мы с радостью вам поможем и с удовольствием подскажем те фильмы, которые есть в свободном доступе в интернете. Возможно, именно они вдохновят вас на очередное путешествие. Ну что же, начнем? И открывает наш список кинолента «Париж подождет». Весь фильм почти от начала и до самого конца – прекрасное гастрономическое и историческое путешествие героини по имени Анна в компании Жака, настоящего классического француза во всех смыслах этого слова. Его не нужно просить о том, чтобы рассказать что-то о еде или о стране, поэтому картина получилась весьма познавательной и интересной. После просмотра вы точно захотите отправиться в самую романтическую Францию. А в 2014 году вышел фильм под названием «Путешествие Гектора в поисках счастья». В России он не пользовался особой популярностью, и мало кто знает об этой комедии. Всем больше известна распиаренная картина «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Но поверьте, «Путешествие Гектора в поисках счастья» стоит вашего внимания. Это хорошее, доброе кино с прекрасным актерским составом. Потрясающие пейзажи и кадры подарят вам только положительные эмоции.
Также равнодушным вас не оставит картина «В диких условиях», которая вышла в 2007 году. Она основана на реальных событиях. Режиссер хотел, чтобы главную роль исполнил Леонардо Ди Каприо, но в итоге она досталась Эмилю Хиршу. Ради нее актер похудел на 18 килограммов. Фильм полностью снят на реальных локациях, то есть там, где побывал сам путешественник Кристофер МакКендлс. Съемочной группе приходилось ездить на Аляску целых 4 раза, чтобы захватить все времена года. Как же без комедии в нашем списке? Поэтому советую взглянуть фильм «Евротур». Каждый из нас когда-нибудь домечтал собрать самых близких друзей, приготовить рюкзак и отправиться куда-нибудь в поисках приключений. Здесь действительно есть чего посмеяться, причем даже после многократного просмотра картины. Заставляют улыбнуться неуклюжие ситуации, в которые попадают герои. Многие представительницы прекрасной половины наверняка читали книгу Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби». В экранизации романа главную роль сыграла обворожительная Джулия Робертс. Съемки фильма начались в августе 2009 года и проводились в Нью-Йорке, Неаполе, Паттауде и на Бали. Никогда не поздно найти себя, изменить свою жизнь и отправиться в путешествие, которое останется в памяти надолго. Смотрите фильмы и, конечно же, вдохновляйтесь. Эти все фильмы ищите в свободном доступе в интернете. А мы, дорогие телезрители, путешествуем дальше. И далее рубрика «Красный чемодан». Всем привет, мои дорогие любители приключений. С вами Катя Кириллина и постоянная рубрика «Красный чемодан», где мы учимся финансовой грамотности, чтобы регулярно путешествовать. Ну а сегодня я хочу с вами поговорить на тему горящих путевок. Очень такая интересная, благодатная тема. Очень часто у меня туристы спрашивают: вот, Катя, скажи, когда бывают горящие путевки? Самый актуальный вопрос. На самом деле я хочу сегодня рассказать, что такое горящие путевки, когда же все-таки их ждать, Кажется, и для кого они подходят. Да, круглый год их ожидают, конечно, но это не всегда получается. Дело в том, что горящие путевки – это условное название таких туров, которые остаются, ну, скажем так, невостребованы по обычным ценам. Это они могут возникнуть, например, за несколько дней до вылета. Есть самолет, который фрахтуется туроператором судна, да, оно может быть не все распродано к моменту начала перевозки, поэтому, чтобы стимулировать к продаже эти билеты, туроператор обычно делает такие значительные скидки. Это за сколько дней? За 3 дня, да? Надо будет это все зависит от уровня продаж, скажем так. Заранее предсказать вот эти вот продажи, прогнозировать не может никто. Ни туристы, ни аналитики, Чисто ни по факту турагенты, быстро ни собраться и улететь, сами. да? Да, вот я об этом тоже чуть позже расскажу. Вообще сейчас хочу рассказать, какие бывают скидки. Во-первых, это скидки на авиабилеты, как я уже сказала, чтобы стимулировать продажи. Во-вторых, это могут быть также квоты мест в гостиницах. То есть, опять же, туроператор бронирует квоту мест в каком-то определенном отеле. И чтобы его распродать, опять же, может сделать скидку уже на услуги проживания. То есть это тоже может выскочить вот раз за неделю до тура, например, да, или там буквально за 2-3 дня. И плавно от этого можно перейти уже к тому вопросу, для кого подходят так называемые горящие путевки. Во-первых, скорее всего, у вас должно быть 2-3, ну максимум 4. Для большой компании я бы не рекомендовала вот так вот рисковать, так как эти места могут быть ограничены в количестве. То есть, допустим, на двоих такая стоимость актуальна, а на троих уже может быть базовая цена. То есть им нужно продать 2 последних места по такой цене, например, да, а для троих уже будет базовая цена. Во-вторых, если вы путешествуете с детьми, опять же, имеете какие-то претензии к комфорту, к удобствам в отеле, например, да, или к авиакомпании той же, то, опять же, не рекомендую ждать тех самых горящих, ну разве что вы такие прямо, легкие на подъем, в принципе, не особо, в общем, обремененные. Да, требованиями того же самого комфорта. То есть зачастую под горящие выходят такие вот довольно бюджетные, экономичные отели, но, опять же, я такой небольшой дисклеймер, да, бывают также и большие скидки на какие-то шикарные, прям здоровские отели. То есть надо следить, может и повезти. Да, то есть
Ну, в общем, для тех, кто путешествует с маленькими детьми, я бы не рекомендовала горящие путевки. Горящие путевки идеально подойдут, возможно, парочке молодых вот таких вот активных, энергичных ребят, у которых довольно гибко с отпусками. Тоже интересный, да, такой момент. То есть они могут появиться, вот вы сидели, работали, а завтра есть такой вкусный вылет. Взяли, улетели. То есть для таких, у кого более гибкий график, может быть, или там гибкое начальство, которое может позволить улететь в отпуск в любое время, для тех товарищей я вот могу сказать, что горящие путевки очень хорошо подходят. Ну, так как в рубрике мы также учимся финансовой грамотности, после рекламы я познакомлю вас с результатами наших семей, которые, выполняя задания каждую неделю, накапливают на путешествие мечты. Очередное задание также будет озвучено после рекламы. И сейчас, ну, давайте уйдем на рекламу, посмотрим после этого, как справились наши семьи. Снова рада приветствовать вас в городе женщин, рубрика «Красный чемодан». И давайте посмотрим, как справились с заданием нашей семьи Лонгиновы и Мильвит. Всем привет! Очередная неделя и очередное наполнение счета. На этот раз сумма составного дохода. А тем временем сумма на счету становится все приятнее и приятней. Подвительное путешествие с красным чемоданом. На этой неделе у нас в нашей семье были проведены аж 2 события. Это день рождения нашей дочки Дарины, дочки 3-й, и годовщина свадьбы. Мы воспользовались скидками для именинников и для многодетных. Как всегда, наши ребята большие молодцы. Приглашаю вас также, дорогие телезрители, присоединиться к нашему движению. И задание следующей недели звучит следующим образом. Визуализировать цель, отложить из основного дохода 2500 рублей и сложить их в копилку. Основной доход — это может быть зарплата, пенсия, пособие, в общем, любой регулярный доход, который вы получаете ежемесячно. Дерзайте, будьте смелыми и путешествуйте. И я бы хотела сегодня пригласить в гости в нашу студию семью путешественников Сардану и Василия Поповых с прекрасными дочками. Прошу вас, проходите. Здравствуйте. Нас ожидает интересная беседа. Какой у вас интересный лайфхак. Сразу двоих на одну коляску. Да, очень удобно. С коляской вы не зря так заехали к нам, да, девочки? Вы всегда так путешествуете? Да, это наш основной формат. Сколько девочкам лет? Старший 5, младший 2. Вот мы знаем, что вы путешествуете регулярно, да, Сардана Василий? За сколько вы начинаете вообще планировать билеты, покупать, бронировать отели, гостиницы, поезда, самолеты? Очень даже заранее идея, Да, полгода, наверное, вот ориентировочно начинаем. потому что мы сильно не копим. Появились деньги, купили билеты. До Сеула, например. Ну, потом еще ждем, уже из Сеула до Бангкока, ну и так далее. То есть вы частями выкупаете? Ага. Мы поняли, что Таиланд – это ваша любимая страна. Почему вы выбрали именно эту страну улыбок? Чем она вас так привлекла? Кажется, это уже привычка у нас. Такая. Как дача, Ездить да? туда. Зимняя дача. Да, типа как дача. Вы там, получается, зимуете, да? Да, ну мы в общей сложности прожили там, наверное, около 4 лет. Ничего себе. Это с если Лией, все когда была сложить, маленькая. да? Да, ездили, когда Лия была маленькая, ездили еще вначале без детей, а потом еще и с Дианой съездили. Ух всей ты. семьей. Ну, Таиланд нам нравится, потому что тайцы очень добрые. То есть туда мы действительно едем отдыхать душой и также убегаем вот зимой от нашей стужи. И когда у нас появились дети, вот стал вопрос, вот, то есть, что делать детям зимой. То есть не хватает солнца. Не хватает моря. И вот мы вот туда вот ездим. Вы еще и здоровье там поправляете, да, иммунитет повышаете, витамин D Обязательно. регулярный, да? Да, витамина D там А предостаточно. как вам удается совмещать с работой? А мы работаем удаленно. То есть мы делаем веб-сайты, заказ и плюс отдельно фрилансим. То есть программист. Да, мы программируем. Хорошая такая профессия, программист, Хорошая позволяет подолгу путешествовать. Вы оба программисты, да, мы Да, знаем? оба. Ага. А
Вот она. Вообще вот детей как развлекать во время перелетов, продолжительные поездки, особенно двое маленьких детей? Тем более, что до Самуи доехать, да, это как бы не прямым рейсом, да? Да, это целых три самолета. Я обычно заранее заказываю игрушки прям вот из Китая, дешевые такие. Ну, ребенку главное, чтобы они новые, да? Да, главное, чтобы они были новые. Они могут даже там 50 рублей стоить. И главное их спрятать и вытаскивать прямо только вот, ну, ребенок заныл, и ты такая, хоп, Заскучал, новая новая игрушка, да, да, целый мешок получается с собой. Это очень удобно. Ну, чем что-то дорогое одно брать, то вот как Дед Мороз Ну, бесконечный. пока девочки у вас дошколята, да? Да. А пока потом это как в возраст. школу будете ходить? Ну, потом мы, Не наверное, думали об уже этом? не будем так надолго оставаться. Максимум месяц, наверное, вот когда карантин, январь, Да, будем под январь, карантин. февраль. Так, Подстраиваться. стараться, А, да. новогодние каникулы. Ну, многие так и приезжают. А вот резкая смена климата, вы как адаптируетесь? Дети. Ну, когда из зимы в лето, это вообще все легко адаптируются. там Ага. вообще А когда никаких из лета в зиму, проблем. да, тогда да, уже это тяжело. уже сложнее. А вы когда приехали вот после этой нынешней зимовки? Недели две назад, да? Да, 1,5-2 недели назад. Мгм. Очень сложно с сухостью справляться. То есть там организм привыкает к влаге. Влажности, Да, постоянно крема какие-то нужны каждый час. Стратегический запас кремов вы, да? Вот у нас как раз видим фотографии с вашего проживания там. А есть у вас там кто-то из знакомых, с кем вы вместе проживаете? Какие-то семьи тоже? В прошлый раз, когда мы ехали, мы собрали друзей и сняли в одном комплексе вилл 10 домов ориентировочно. Да, то есть мы сразу набрали народ, и все прям толпой. И дети почти все были, ну вот, дошкольники, то есть все одного возраста. Они там прям как ну, такой круглосуточный готовый детский детский сад, сад. получается. То есть да. детский Я сад. хотела спросить, а не скучно ли вам там в такое долгое Нет. время? Вопрос он сам собой отпал. Да. Ага. А по поводу питания, вот, ну, тайская еда, она все-таки азиатская, она наверняка очень острая. Но они, наверное, сами готовят. Нет, на самом деле она не вся острая. Есть вообще обычные продукты, допустим, в любом ресторане есть просто рис с отварной да. курицей, например. М. Ну и, естественно, Куриный мы супчик. сами готовим тоже большую часть времени. М. А вот интересно, вот столько зим там провели, да? Что у вас с языком? То есть вы на английском общаетесь или уже азами какого-то тайского вот обиходного языка владеете? Ну, мы жили там по студенческой визе, поэтому как бы, ну, разговорный тайский язык есть. То есть мы не пропадем, хотя там все говорят на английском. То есть в тур-зоне там любой таец хотя бы несколько слов по-английски знает, поэтому никаких проблем. Ну, естественно, по-русски никто там не говорит. А детки, как они ориентируются там, со сверстниками, может, местными? Ну, у нас же там своя коммуна, им как бы больше никто и не нужен. А так умеет Лия вот у нас мороженое сама заказывать по-английски. Ну, что нужно, она выучила сразу. Какие-то... Ну и международный язык жестов тоже никто не отменял, Ну да, да, наверняка. А как вам удалось собрать столько единомышленников, 10 семей, вместе, чтобы отправиться в путешествие, причем надолго? Я просто создала страницу в Инстаграме Так. и запустила ее. Вот, Так. собираемся на зимовку. Но мы к тому времени были уже опытные. И, ну, через друзей, знакомых, в основном все уже знали, что мы там как свои. И очень быстро набрался народ. Ну, то есть какое-то доверие было. И, ну, прям Мгновенно огромной собрали, толпой да. поехали туда. да. Здорово, это так А классно. давайте у детей спросим. Лишка, повернись к нам, пожалуйста. Вот, папа, дай, пожалуйста, микрофон, да, Лия? Или мама? Иди сюда. Лия, а что тебе больше всего на Самуи нравится? Бассейн. Не море, а Ух бассейн. ты! Любишь плавать? Да, А ты плавать умеешь, да? да, И нырять умеешь? да. Вот так прямо с глазками, с ушками. Классно. А без мамы, без папы? Умеешь плавать? А на глубине можешь без мамы и папы плавать? Да. Молодец. А где у тебя дом, Лия? На Самуи или в Якутске? Якутске. А, ты скучала по снегу? Да. Лия у нас вообще весь год просилась все равно в Якутск. То есть, несмотря на то, что у нее там был свой детский сад, постоянно дети. Когда здесь она поедем в Якутск, когда поедем... То есть белоснежный песочек Самуи не заменяет вот Да. свежего снега, да? Ну, и при этом здесь она на Самуи как-то еще пока не просится. Интересно. Родина. Здорово.
Сардана и Василий нам с собой привезли кусочек Таиланда, еще вот наши экзотические фрукты. Сардана, давайте подойдем сюда. Это манго, да? И ананас. Манго и ананас. Вы хотели нам показать, как же красиво его по-тайски режут. Оказывается, есть такой красивый способ. Вот, кстати говоря, я вчера об этом хотела узнать. Я купила манго и хотела его красиво порезать, но у меня не получилось. Как очистить вот его от этой вот косточки большой, которая внутри? Да, мы вот просто вот так вот режем. Косточка, она вот такая вот, такая плоская. Да, она плоская. Плоская. То есть вдоль. Ну, нож побольше желательно. И потом просто полосуем его вот так. Это у вас она очищенная от кожицы уже? И нет, это она с кожурой пока кожурой? что. А как вы так ножом проводите, чтобы кожура осталась целая? Ну, она такая довольно плотная. Потому что я вчера резала, у меня кожура порезалась тоже. Лайфхак, можно- бери не сильно острый Да, нож. Потом делаем вот так вот. Да-да-да. Но это такой инстаграмный вариант. На самом деле ни один ребенок вот это есть не Неудобно, будет. да? Да. Поэтому берем ложку обычную и вот так вот. Ну А и кусочки туда. готовые. И кусочки готовые. Как мороженое. Либо можно об стакан его, и он как бы, вот эти квадратики. А, сразу кожица стакане. снимется, да? Ага. Ага. А так как бы, в ресторанах все вот так подают. Понятно, понятно. Ну, то Хотя есть, это- ну и оттуда можно отковырнуть. Ну, да? это не очень Красивее. удобно, зато красиво, да. Ага. Да, Ананас. и ананас это вот в Таиланде самый популярный фрукт. Он там вообще как картошка, Да? то есть дешевый, на рынках прямо на земле валяется. Это здесь у нас экзотика. Да, для нас это экзотика. В общем, как мы его чистим? Сначала просто, вот как картошку прямо убираем кожуру, А кожура же она потом- такая плотная. острым ножом. Тут уже острый нож. То есть держи в арсенале 2 ножа, тупой и острый. Да. Потом по чуть-чуть, вот по 2, по 3 глазика вот так вот просто Наискосок, убираем по диагонали. А есть какие-то специальные устройства, не знаю, такие Есть инструменты, чтобы Гаджеты. раз и почистил Есть в сразу? Таиланде, продается куча гаджетов, но тем не менее все равно все обычным ножом пользуются. Ну, я как посмотрю, никто никакими гаджетами. А какие у вас То есть вот так любимые вот по блюда? чуть-чуть убираем, и в итоге получается вот. А, такая вот Здоровая завитушка, красота да? получается, да? Ага. Ребят, а как вот вы же практически 24 часа в сутки вместе? А как же сохранить романтику в отношениях? Папа ответит, да? Неожиданный вопрос, да? Мы так привыкли уже все вместе, что мы не можем уже друг без друга Ага. вот так вот жить в формате. То есть, Красота, Сардана. да, придем я работаю обратно. дома, получается, Ага. и мы все время дома и все время друг друга видим. И играем вместе, готовим вместе, гуляем вместе. Что любите готовить? Какие у вас любимые блюда? Вот, передай. Ребята, у нас вот небольшая игра для вас. У нас На волне, такая скажем традиция так, появилась романтики, для семей ага. проводить. Да. Мы будем задавать вопросы, не показывая друг другу. Пожалуйста, напишите ответы. По одному По вопросу. сигналу будете показывать ваши ответы. Кто мы дома чаще сравним. готовит? На весь лист вот прямо, да? Да. Или просто Ага, вот так? можно Нет, покрупнее? сверху. Кто дома чаще готовит? Просто смотрю на картину. Мне не Ага. Любимое блюдо Василия? Вот и ответим на мой вопрос. Место и время вашего знакомства? Третье. Место и Так, время. немножко ускоряемся. Ну и давайте посмотрим уже. 1, 2, 3. Сардана чаще готовит, да, ребра, А. терияки, плов. Тут уже не совпало. Почему? Что такое? 2 Да. совпадения из 3, это очень хорошо. Дозор 2000. А, вы еще и азартные люди у нас. Спасибо большое, ребят, что пришли к нам сегодня в студию. Вы ее очень украсили. Дорогие телезрители, а мы прерываемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Спасибо. Hello, пой ресницами и взлетай. Есть на свете, дорогие телезрители, девушка, которая может вдохновить, спеть даже меня, человека, который даже в душе редко поет. Зовут ее Мария Корякина, это ведущий тренер и основатель Центра дизайна взгляда Премиум Лэш. Маша, здравствуй. Привет, здравствуй, Маша. девочки, Мы по здравствуйте. тебе соскучились. Да, очень рада вас видеть. Сегодня мы говорим о путешествиях, и я Да. хочу рассказать вам чек-лист процедур перед путешествием, которая поможет вам всегда выглядеть красиво,
и удобно. Также расскажу о travel-косметичке, что нужно брать с собой в путешествие. Наша коллега Маша чувствуется, даже вопрос не дает задать. Маша, мы даже с тобой не сговариваясь, видишь, я готовлю Да, вообще косметичку. здорово. А я как раз принесла свои продукции, ну вот именно, что я люблю брать с собой, и мы тогда все это положим В конце. к тебе, да, в конце, в косметичку. Итак, я хочу сейчас написать, какие процедуры нужно делать и за какое время, потому что это очень важно, согласитесь. Можно же, да, вот помыть волосы как бы в неудачное время, да, потом придется еще раз сделать. Итак, первое, да, что я рекомендую, начнем мы сверху вниз. Итак, первая процедура – это ботокс для волос. Ух ты! Ботокс для волос, что же это такое? Ботокс для волос – Выпрямление, это лечение волос. И получается, когда вы делаете, особенно перед морем, эту процедуру, у вас волосы не будут сушиться. И когда вы прилетите через 2 недели, у вас волосы также в хорошем состоянии. Я могу без шляпы ходить. И не будут выгорать, да. Ну, конечно, все равно нужно ходить со шляпой, но вы не приедете с иссушенными Сухими кончиками, да? сухими кончиками. И также я рекомендую, когда это делать, за 1 неделю. За 1 неделю. Также можно немножко кончики подровнять. Да? И все, вы, получается, уже убрали волосы совсем, да, немножко, чуть-чуть кончики, полечили их, все, можно смело лететь на море и не бояться, что что-то с волосами будет не так. Дальше, что еще я рекомендую делать? Следующее, да, это обязательно сделать коррекцию бровей и окрашивание. Почему это важно? Потому что мы же все хотим, чтобы мы, искупавшись в море, выходили красавицей. Да, вот нырнуть красиво, да, и вынырнуть таковой же. Красивой. Да, поэтому обязательно делаем бровки. И бровки я рекомендую делать за 3 дня до отлета. Да? Почему? Потому что все равно как бы немножко может цвет быть чуть-чуть поярче. За 3 дня как бы вы будете уже готовы, идеально и так далее. Да? И также следующее, что я рекомендую сделать, это, конечно, ресницы. То есть это наращивание ресниц. Также я рекомендую делать за 3 дня до процедуры. Почему? Потому что может проявиться вдруг какая-нибудь аллергическая реакция, или, может быть, вам не понравится ваш объем, который вы сделали, либо там, во избежание каких-то экстренных случаев. Поэтому лучше я рекомендую делать это за 3 дня, нежели чем вообще за день до отлета. То есть когда впритык вообще не нужно? Впритык лучше не делать, для того, чтобы у вас было время что-то исправить. И привыкнуть. На всякий случай, либо вот привыкнуть, да, к своему новому образу. Но это очень удобно. Вот реально вы вынырнете, и вы красавица. Ничего не нужно. Слушай, Маша, вот меня интересует такой вопрос. А есть отличия ресниц обычные и ресницы для отпуска? Может, там клей покрепче или что-нибудь? Да, кстати, вообще суперский вопрос. Катя, спасибо. Смотрите, я вам рекомендую делать ресницы максимально натуральные. То есть не супер пышный объем, а чуть-чуть, вот как свои, либо чуть длиннее, чем свои. Почему? Потому что чем короче ресницы, тем дольше они носятся. А мы же хотим в отпуске же долго ходить, то есть весь отпуск с ними, да, проплавать. И еще приехав, как бы время на адаптацию же все равно нужно. А выглядеть же нужно красиво всегда, согласитесь? Поэтому, и да, я рекомендую сделать более натурально. Можно сделать, допустим, пышненько, но коротенькие реснички. 2D. Дальше. Следующее, что я рекомендую сделать, это, конечно, маникюр и педикюр. Это обязательно. Но это без вопросов. Да. Маникюр плюс педикюр. Это единственное, что я делаю. Да, и получается, когда тоже рекомендую делать примерно за 3 дня, ну, для того, чтобы не было спешки и так далее, да. То есть объявление мужу: за 3 дня до отпуска меня дома нет. Да. И еще смотрите, тоже такой есть лайфхак с маникюром. Для того, чтобы маникюр ваш держался дольше, я рекомендую делать нюдовые оттенки. Потому что, когда они будут отрастать, этого будет вообще не видно. А я заметила, что на солнышке они растут вообще здоровские. Очень быстро растут, да. Там на море вообще махом они вырастают, поэтому делайте нюдовые оттенки и можете месяц смело ходить. И не думать вообще об этом. И желательно, наверное, не длинные ногти, да? Ну, это уже по вашему желанию. Кто-то же любит подлиннее, кто-то покороче. Но вот нюдовые оттенки — это вот прямо такой лайфхак, который я рекомендую. И я делаю сама это. На собственном опыте, да? Да, на собственном опыте. Вот смотрите, то есть это вот
такие вот процедуры, которые помогут вам в отпуске выглядеть красиво и экономить время. В отпуске же вообще не хочется задумываться о косметике, как вы выглядите. Сильно заморачиваться. Да, сильно заморачиваться. Все с этими процедурами вы будете всегда красоткой. Можно еще вопрос? Да, конечно. А вот для тех, кто окрашивает волосы, да, седина, допустим, есть такая проблема. Им за Да. сколько надо окрашивать волосы, чтобы потом не заморать себе белые полотенца в отеле? Смотрите, можно тоже сделать за 1 неделю, либо за дней 5. Почему? Потому что все равно оттенок, он же будет немножко смываться, и чтобы не было сильно выгорания на солнце. Потому что солнце очень сильно съедает цвет. Понятно. Вот. И еще я бы пока хотела... ты Да. стоишь, хочу спросить. Да вот мы знаем, ты недавно тоже с отпуска приехала, Да, да, на недавно море приехала. была, твои фотографии, мы прям залипали с девочками на них. Может, у тебя Таиланда. какой-то секрет, какой-то вот позировки или красивое? А, вот Как красиво смотрите, на фотографии Как получается. красиво выглядит на фотографии. Ага. Говорите мужу там, или подруге, да, вас вот снизу, делаете ножку вот вперед, вытягиваете ногу. Для чего? Для того, чтобы она смотрелась длиннее. То есть вас фотографируют снизу, вы ножку еще вперед, и получаются бесконечные ноги. А подбородок? А подбородок там уже не видно, все смотрят на ноги. Вот. Еще я сегодня хотела бы вам рассказать о своей косметичке, вообще, что рекомендую брать с собой в полет. Вообще у меня она вот такая вот маленькая, компактная. Вот здесь вот у нас Юлиана сделала классную косметичку. Давайте мы сразу туда будем ложить, и я буду рассказывать, какие продукты я рекомендую брать с собой. Так, я тогда вот это все выкладываю, да? Или оно что-то пригодится? Да, пригодится, не нужно Давай выкладывать. сделаем Ну, вот ревизию. смотрите. Косметики Давайте много мы, не девочки, бывает. Катюш, тоже подойдем, Давай, да, да, поближе. не видно. Смотрите, какой лайфхак. То есть вы летите в самолете, вы можете лететь там сутки и дольше, правильно? Еще с С пересадкой. пересадкой и так далее. Нету времени помыть голову. А хочется же всегда свежо выглядеть. Вот лайфхак — сухой шампунь. В маленьком объеме берите с собой, очень быстро освежает прическу. Как его правильно делает наносить? Вот поближе или подальше? Вообще, как бы рекомендуется, здесь вот написано за 20 сантиметров. То есть вы просто наносите, вот такой компактный вариант можете с собой брать, и все, супер, свежая голова сразу же становится, и другой вид. Да? Другой Давай вид. положим сюда. Ложи. Давай. Следующее, что рекомендую брать, обязательно, тем более, если вы летите самолетом, термальную водичку. Ой, Вы залили, обожаю. да, в такую, вот такие вот емкости, они продаются везде. Вот я, допустим, взяла в Сефоре, продаются еще в хозмаркете, везде. Попшикали на себя сразу же, да, и все, у вас кожа увлажненная, потому что в перелете очень так Сушится, вот да? сушится То есть кожа. этот большой тюбик не брать, лучше Нет. перелить. Да? Маленькие такие особенно, контейнеры, да, да? маленькие Они контейнеры. идут с Почему? распылителем Потому уже? что как бы бывают ограничения у разных авиакомпаний, да, по при жидкости. перевозке, да, жидкости. Да-да-да. Дальше, девочки, что я вам рекомендую брать? Это такие увлажняющие капли для глаз. Потому что, опять же, очень сухой воздух, бывают прямо такие вот красные глаза, давление и так далее. И не всегда получается выспаться. Конечно, да. Вот возьмите такие капельки увлажняющие. Это японские капли. Они с витаминчиками. И также они очень хорошо отбеливают глазки. И вы будете выглядеть очень свежо. Классно. Итак, Как будто тоже не можно. летели сутки, да? Из Как будто Иркутска? не летели. Вот такой вот лайфхак, видите? Дальше обязательно я беру с собой вот с отпуска мой карандашик для бровей. Смотрите, этот карандаш очень стойкий от Bespecial, и вы его тоже накрасите перед полетом, да, и все, он у вас держится 24 часа, и опять же, вам не нужно будет думать о бровях. А брови — это наша рамка лица. Также, девочки, я вам рекомендую не краситься сильно перед полетом. Да? То есть не наносить прям большую... Тональный крем имеешь в виду? Тональный крем, Тени. подводку и так далее. Но Почему? если за 3 дня я сделала все эти процедуры, Да, то есть Уже ничего не надо. да, то есть вы уже будете красиво выглядеть. И почему? Потому что кожа очень сильно сушится. Прям очень сильно. И я рекомендую брать вот такие миниатюрки. Смотрите, это получается дают Крема для лица. пробники для Для лица. лица, да? Это вообще супер вещь. Смотрите, вы берете с собой интенсивно увлажняющую эмульсию, либо крем. И прямо в течение полета намазываете на свое лицо для того, чтобы у вас не было сухости. Это вот первое. То
есть в таких вот миниатюрочках. Дальше я обязательно рекомендую брать масочку какую-нибудь увлажняющую. Ой, Маш, тут куча маленьких. Наверное, Да. лучше взять еще такую маску, которая тряпичная, да? Которую не надо Кстати, ничего намазывать, да, просто да. положила так. Вот такая маска вообще обязательно нужна, либо вот в такой миниатюрке обязательно. Масочку намазали, перед отлетом влажными салфетками, потом вот Здорово. Убрать Всё. излишки можно. Да, понятно. убрать излишки. Машу можем Я слушать, по-моему, бесконечно. Давайте, девочки, покажем, что у нас у Юлианы получилось. Мы ее уже заполнили. Да, вот Маша мне, благодаря Маше я заполнила косметичку, и давайте посмотрим, что у нас получилось. Я использовала простые файлы с zip-замком, то есть они продаются в обычных канцелярских магазинах, и посмотрите, у вас все на своем месте. Ватные палочки, ватные диски, помада, крема, карандаши, кисточки. Вам не надо искать, копаться в Да, вообще так косметичке, здорово, очень где что там классная лежит, и вот оно вот так все помещается и застегивается. И Супер посмотрите, удобно. я вот украсила, значит, такими нашивками, которые будут радовать ваш глаз. Эта косметичка, она будет очень удобная в путешествии, прям вообще, да? Здорово, спасибо, Согласна? Юлиана. Прям классная вещь. Дорогие телезрители, а мы с вами прощаемся. Путешествуйте всегда с удовольствием.